В этот юбилейный день для канала хочется вспомнить уникальную историю Анастасии Литвиновой, которая, к счастью, закончилась благополучно. Произошла она в прошлом году. И ни одного из жителей Ленского района, да и всей республики она не оставила равнодушным. Наша съемочная группа тоже не осталась в стороне. Мы неоднократно снимали сюжеты про историю молодой ленчанки, которая в прошлом году тяжело заболела. В начале года она попала в реанимацию. После санрейсом ее отправили в город Якутск. Там провели 3 операции. Но поставить точный диагноз медики республики так и не смогли. Направили девушку в Новосибирск, где причина недуга была сразу выявлена. Мне сразу же установили диагноз и поставили в очередь на тяжелую операцию, которая проходила в городе Москве в имени Бурденко, академика, в хирургическом отделении. Когда была проведена операция, были назначения по лечению. Изначально импортные дорогостоящие препараты Анастасия приобретала сама. Своими средствами она оплатила и первую операцию. Но на дальнейшее лечение требовались огромные деньги, которых у семьи Анастасии больше не было. И тогда Алена Мальцева, в то время женщина была руководителем детской библиотеки, где работает девушка, объявила сбор денежных средств. Проводились благотворительные концерты и ярмарки. Ленчане переводили средства на счет девушки, кто сколько мог. К удивлению Насти, нужную сумму удалось быстро собрать. Поступление на счет 50 рублей. Поступление на счет 10 тысяч, поступление 100 тысяч, поступление 100 рублей. Она говорит, я, во-первых, ничего понять не могла, что происходит, откуда все эти деньги. И я задала ей только один вопрос. Настя, ты после этого можешь опустить руки? И она четко ответила, что нет. Права этого я не имею. Если, говорит, пришли 50 рублей, то есть понятно, что это пенсионерка, да, правила своей пенсии 50 рублей, веря в меня, как я могу не поверить сама в себя. И вот после этого у Насти появилась какая-то вот такая вторая жизнь. Она поселилась и в нас, поселилась в ней, и мы стали бороться дальше. Сегодня Анастасия благодарна всем, кто помог ей в сложный момент ее жизни. Кто-то поддержал словом, кто-то средствами, но все дали ей сил на выздоровление. Был мужчина, который отправил 100 тысяч рублей. К сожалению, я не могла выяснить, кто этот человек. Я думаю, что, возможно, он увидит этот репортаж. Я очень ему благодарна и всем людям желаю, чтобы эти деньги вернулись в 100-кратном размере. Как всегда говорится, добро оплачивается. Помимо неравнодушных людей, Анастасии помогла районная администрация. Ей выделили 500 тысяч рублей. Средства на лечение собирали на работе мужа и самой Анастасии. Никто не остался в стороне. Помогали ей и люди, и учреждения, и предприятия. Нам очень хорошо помогла телекомпания НВК «Саха». Неоднократно мы встречались, рассказывали о том, как у нас идут дела, для чего это все нужно, как идет сбор средств. И потом, благодаря сюжету, люди узнавали о том, что происходит. И я думаю, что это тоже внесло значительный вклад в то, что деньги были собраны. Благодаря вере и взаимопомощи Анастасия сегодня жива. Впереди, конечно, еще реабилитация, но главное, что болезнь отступила. Мы не просто вернули жизнь Насте, мы вернули жизнь ее дочери, мы вернули жизнь ее мужу, мы вернули жизнь ее родителям. И мне кажется, это настолько приятно, это настолько хорошо, что я ни одного дня не жалею прожитого в прошлом году, ни одной своей бессонной ночи я не жалею, потому что это все было не зря. Сегодня Настя поверила в себя, вышла на работу, участвует в мероприятиях, копит средства на восстановительно-реконструктивную операцию, после проведения которой она станет такой же, как и прежде, до болезней. Главное, что несмотря на пережитый сложный период, она не перестала быть такой же доброй, отзывчивой и любящей людей. Светлана Болеева, Александр Ильчук, Виталий Андреев, Ленск.